Друзья, настоящая весна настала, а значит, нам надо наши дворы сделать чище. Слово и дело. Именно по такому принципу живет и работает депутат Госсовета Чувашии, генеральный директор ЗАО ТУЗ Николай Федорович Угаслов. В рамках весеннего санитарно-экологического месячника по его инициативе был организован субботник на улице Ахазова и бульваре Юности. Мы всегда вместе, а вместе можем многое сделать. И так и делаем. Вчера там почистили, здесь почистим. И вот люди мечтают здесь, чтобы парк сделать, фонтан сделать, сквер организовать, дорожки сделать. Все это реально будем делать. Будем делать, да что ж. Но живем-то один раз, мы должны жить в красоте и радостно. И тогда дела лучше пойдут, и здоровья больше у нас будет, и нам лучше будет жить. Для чего человек живет? Чтобы жить лучше. Вместе с Николаем Угасловым на уборку территории вышли волонтеры, представители территориального общественного совета Ахазовский и жители близлежащих домов. Всех трудящихся Николай Угаслов обеспечил инвентарем, перчатками, мешками и транспортом для вывоза мусора. Чтобы не попросил, тогда бы не пришел. Он всегда поможет. Мы были у него и на приеме в Единой России. Попросили сделать речки, потому что уже домам по 30 лет все уже расшаталось. Он сделал нам все заново, сделал нам тротуар, привез нам земли. Да, и сейчас просим землю, чтобы другие дома тоже. Мы то Ахазовские из разных домов. Он сейчас нам привезет земли, торфа, поможет посадить траву. В общем, это человек слово сказал, сделал. Мы даже, у нас есть свой сайт, и мы пишем себе так. Депутат сказал, депутат сделал. В свое время на территории, где проходил субботник, городские власти хотели построить дом. Но местные жители были против этой идеи. Они обратились к своему депутату с просьбой, после чего все решилось в их пользу. У нас земли и без этого места хватит. Вот надо людям дать немножко, вот это, как это можно, всю эту красоту сломать. Этого нельзя допускать. Поэтому, кто хочет дом построить, найдем землю в другом месте. Наши силы в убеждении, будем убеждать, что именно так должно быть. На бульваре Юности Николай Федорович Угаслов решил начать благоустройство детской площадки. В этом ему активно помогали ребята из средней общеобразовательной школы номер 62 и члены общественной организации «Помощь людям с ограниченными возможностями свобода». Руководитель этой организации Павел Никитин, даже сидя на инвалидной коляске, руководил работой. Сань, кого-нибудь из учеников возьмите грабли, вот этот захламленный участок, давайте почистим его. Павел Никитин считает депутата Госсовета Николая Угаслова единственным человеком, который не понаслышке знает о существующих проблемах инвалидов. И поэтому помогает им во всех делах. Честно говоря, Николай Федорович является человеком, у которого слова не расходятся с делом. Не так давно мы организовали общественную организацию. И основное направление этой организации – помощь людям с ограниченными возможностями здоровья. Вот. И мы тоже не могли долго зарегистрироваться. У нас не было помещения, не было юридического адреса. И Николай Федорович нам в этом помог. И с тех самых пор он нас постоянно поддерживает всех наших начинателей, всех наших мероприятиях, за что ему отдельное спасибо. Во время работы женщины с воодушевлением рассказывали о том, как Николай Федорович организовал для ветеранов, живущих в его избирательном округе, экскурсии, походы на природу, вылазки в лес за грибами. На этот раз они собираются в паломническую поездку на родину Николая Угаслова, Жановский район Республики Татарстан. Там несколько лет назад он на свои денежные средства построил несколько храмов и благоустроил деревню. Сила в том, что мы всегда вместе с народом, и именно сила совместной работы, сила единствия. Это с одной стороны. Вот наша партия ругает, а мы всегда делом заняты. Мы меньше говорим, а больше делом заняты. Вот это я считаю, что надо всегда судить по результатам. Зная Николая Угаслова лично, многие избиратели говорят, что Угаслов помогает людям не от случая к случаю, а системно. Своим личным примером показывая, как надо жить и трудиться, вкладывая в это не только денежные средства, но и душу.